Кладбище, пока не знаю название ни поселка, ни этого. Надо уточнить местоположение его. Находится оно за Дзюбжей. Первый поворот слева по Кипарисовой аллее. Вот сюда я приехал. Как бы уточню название в поисковике, можно будет потом найти по названию его. Ну как бы кладбище вот в таком состоянии. Мне пришлось потрудиться пару часов, чтобы пробить дорогу на центральный проход кладбища. И сейчас я делаю съемку, чтобы вам было видно и понятно. Как бы кладбище в очень запущенном состоянии. У кладбища нет центральной дороги, она вся заросла. Ну, центральная дорога сама вся заросла. И как бы на машине заехать уже просто не вариант. Да и пешком, по сути, не зайдешь. Просто кладбище по размеру тоже не маленькое. И могилки здесь добротные. И кровли такие большие. И все это сделано прям на века, строили люди. И стены булочные выкладывали. О, вот так получше. Ну вот, получается, где вот ольха, это центральный вход в кладбище. И вот так вот получается, что я иду по центральной дороге. Пришлось здесь секатором чуть потрудиться, чтобы эти колючки чуть раздвинуть и хотя бы в один конец потопать. Вот так вот все выглядит. Вот крыша одна. Здесь вот ивушка стоит. Дальше большие кипарисы. Вот могилка отделана плитами. Поверх плит идут кафель. Отделана мелким кафелем. Я такие плиты видел в России, где большие морозы, там их так отделывают, чтобы красиво было. Вот здесь вот такая вот могилка с большой крышей. И как бы сколько смог пробить, пробил. На левую сторону вообще нет резона идти. Прохода нет никакого. Я сколько мог здесь положил этот золотарник, но туда идти смысла нет. Там он еще кипарисы стоят, видно, что там кладбище есть. Просто проходить туда очень сложно. Но иду я по центральной дороге. Здесь вот непонятно тоже. Смотрел, была ограда, не была. Вот могилка, 89-й год. Там 86-й. Вот так вот выглядит. Вот тоже могилка из труб сваренная. По всей видимости был алюминий, его содрали. Да, алюминий был. Внутри памятника нету, но стоит рядом с большой крышей. Здесь тоже на столбиках такая вот оградка. Памятника тоже нет. Здесь вот из серого камня все. Здесь вот такая вот большая кровля. Прям очень большая. А это не сняли, наверное, не алюминий. Да, чугун. Вот такая красивая оградка. Ну, в основе своей здесь
добротные могилы, но кладбище смешанное. Здесь и сваны похоронены, и русские, и грузины. Абхазские могилы я не встретил, пока ходил, но не исключаю вариант, что они здесь тоже могут быть. Как бы вот такая вот крыша есть, но я так понимаю, могилу одну выкопали. Но кто выкопал, непонятно. Судя по всему, поработали вандалы, потому что кости лежат нетронутыми. Могилка закрыта. Здесь вот лежит памятник. До него я не дошел пока, но вот. Надо будет переворачивать, чтобы посмотреть, кто здесь. Камень вытащили, по всей видимости, из-под крыши. Но утянуть не смогли. Вот такие вот могилки. Там тоже идет дальше кладбище, но не вижу резона туда идти. Маленький ребенок похоронен. Стоит памятник. Могилка запущенная. Два больших кипариса внутри. Барбарис растет. Пальма. Но могилка относительно целая. Даже краска сохранилась на ней. В основе своей памятники есть, просто они попадали. Но вот здесь памятник стоял на пике. Ему кто-то помог. Дерево. Вот дерево падало и уронило с собой вместе камень. Рабица сетка. Там тоже что-то он, какая-то кровля. Попробую пройти отсюда, если получится. Как бы вот тоже под стеклом, скорее всего, фотография была. Это я иду вдоль дороги по левой. Если идти к выходу, то по левой стороне. Вот здесь трое похоронено. Большие памятники стоят. Добротные. В основном могилы запущены, но встречал и ухоженные на этой стороне. Тоже чугун. Одну оторвали, посмотрели. Чугунное не стали брать. Здесь все перекорежено. Видимо, падало дерево. Все это подорвало. По всей видимости, как-то бок вырванный. Кто-то, может, и природный катаклизм так мог вырвать. Деревья внутри растут. Непонятно. Но судя по осколкам, здесь взорвался либо снаряд, либо сюда что-то прилетело, потому что разорванная вся крыша. И вот по чуть-чуть я пришел опять в тупик. Как бы вот так все здесь выглядит. Вот крыша вот такая вот. Точно, вышел на то место, куда начинал путь. Ну, в общем, здесь все вот так. Кладбище в очень запущенном состоянии. Но вот здесь на выходе есть ухоженная могилка. Прям ухоженная. Кто-то за ней ухаживает. Я ее покажу просто, чтобы видели люди. Вот могилка. Здесь чистили. Года полтора назад здесь все чистили. Листву убирали. Вот грунт видно.
И столик почистили, и ветки обрезали. Здесь чисто, кто-то чистит. Но памятника нет. Вот такая вот платформа стоит с кучей деревьев. Деревья имеют свойство падать в плохую погоду. Но когда они падают на этом кладбище, они наносят большой урон ему. Вот могилка на 3 человек. Прям хорошая, но деревья делают свое дело, гнут решетки. Стоит 2 дерева, которые вросли в ограду. Даже 3 дерева. И вон, что они делают. Вот такие уже деревья. А так относительно все целое. Если покрасить, еще постоит лет 20 в таком состоянии. Вот так вот все. Сюда я тоже выход прочистил. Порезал чуть-чуть, чтобы видно было. Вот оградки стоят. Могилки. Как говорят при поиске, у нас в могилке деревьев не было, это точно. Мы ничего не сажали. А по сути очень мало кто сажал у себя на могилах деревья. Но деревья за такое время выросли. Сами посадили, сами выросли. И сами растут. А на кладбище они еще и растут очень хорошо. Вот тоже кровля стояла, но как-то обронилась. Судя по всему, труб нету, значит их кто-то порезал. Интересно, таким людям потом плохие сны не снятся. Ну, в общем, я заканчиваю это видео. В общем, здесь все увидели. Все вот в таком вот состоянии. Но по этому кладбищу коровы не ходят. Я не вижу ни их следов. И все по кругу оно загорожено колючей проволокой. В общем, все вот так. Пришел я к тому месту, с которого начинал. Вот здесь еще один памятник, походу, лежит. У кого-то сняли. И здесь он валяется вот на платформе. Наверное, отсюда. Вот так вот. Вот большая трубчатая ограда с кровлей метров 20, наверное, длиной 25 даже. Длинная. Метров, наверное, 8 шириной. Крышу содрали у нее, но сама конструкция очень добротная стоит. Ладно. Вот это кладбище в Ахалдабе, которое первое, маленькое. Как бы здесь могил немного, но они есть. Здесь даже есть проход на кладбище. Горело. Видимо, ухаживать здесь никто не ухаживает за ним. Вот стоят памятники. Стоят ограды бетонные. Но как бы здесь есть проходы. Что немаловажно, можно искать в случае чего. В общем, все вот так. Вот здесь могилка с крышей.
Точнее, она была с крышей, но крыши уже нет. Ахалдаба — это рядом с Адзюбжей было село. Насколько я понял, отдельным селом оно не являлось никогда, как спальный райончик в Сухуми. Так Ахалдаба, спальный райончик, был в Адзюбже. Основной районный центр был Адзюбжа, а это как маленькая деревня, не имеющая даже школы. Ну, это кладбище уже грузинское. А там на первом кладбище в Ахалдабе, я был на большом, там русские похоронены, абхазы. Как бы оно смешанное. Ну, в общем, все вот так. Памятники здесь стоят на месте. Деревьев здесь растет мало. Раньше они здесь были, а сейчас, видимо, сжигали кладбище и горели деревья. Ну, в общем, все вот так. Вот в таком вот состоянии. Это кладбище Ахалдаба по аллее. По правую сторону в поворот. Если вас интересует какое-либо кладбище, оставляйте заявочку. Будет поиск в той стороне. Поедем, снимем кладбище. Заявочку можете оставить на Одноклассники, в Фейсбуке, ВКонтакте, либо же на наш сайт absniritual.ru. Вот такое вот кладбище, неухоженное, но относительно. Зимой здесь можно делать поиск. Летом, когда все зарастет, здесь уже ориентиров как таковых не осталось. И вот там под деревьями уже полные колючки, уже ничего не видно.